Здравствуйте! В эфире выпуск новостей на телеканале Челны ТВ. В студии Семен Тимофеев. А сейчас вашему вниманию краткий обзор основных тем. Деньги отдали, а мебель так и не получили. Челнинцы попросили о помощи телеканал Челны ТВ. Вместо трамвая – автобусы и такси. В городе идет капитальный ремонт трамвайных путей на проспекте Сюмбике. Избежать наказания не удалось. В Набережных Челнах возбудили уголовное дело против мужчины, сбросившего с качелей маленькую девочку. Более 200 дзюдоистов из 25 регионов России. В городе стартовали соревнования по дзюдо. Деньги отдали, а мебель так и не получили. За помощью в нашу редакцию обратились пенсионеры. Они пояснили, что заказали шкаф, покупку оплатили и на этом все. Мебель они прождали 2 месяца и даже обратились в полицию, однако ситуация не изменилась. В проблеме разбирался Руслан Бекмухаметов. Супруги Каримовы давно на пенсии, на счету каждая копейка, говорят они. В начале сентября решили обновить интерьер, накопили деньги, заказали шкаф-купе. Он обошелся в 30 тысяч рублей. Пришел мастер, записал размеры и пообещал привезти мебель в течение 10 дней. Сентябрь заканчивается, нет ни шкафа, ни денег, жалуются пенсионеры со слезами на глазах. 20 тысяч, это нам надо, материал, это мы сами не делаем, закажем где-то, Челны или не знаю. Потом, я Абика, денег такой не надо. Я первый раз сказал, 30 тысяч дорого, не надо, уходи. Абика, я найду. 5 тысяч отдали дорого. Потом через 2 дня пришли, 20 тысяч забрали. После заявления в полицию часть денег пенсионерам удалось вернуть. Сейчас предприниматель должен челнинцам еще 10 тысяч рублей. В договоре, который заключили с пенсионерами, был указан адрес мебельного салона. Однако этой фирмы там не оказалось. Написано 218. Ну, когда-то давно, возможно, не было. Сейчас ничего такого. Давно они съехали уже, да? Отсюда. Там уютный был дом, а по-другому они назывались Мейка. Нашей съемочной группе удалось связаться с предпринимателем по телефону. Он назвал сложившуюся ситуацию недоразумением и пояснил, что с пенсионерами он на связи. Возникли проблемы с поставкой материалов. Там, видите, у нас так получилось то, что меня подвели, где я заказывал этот шкаф-купе. И получается, сейчас все эти моменты на меня падают. То есть в ответе я остаюсь. То есть у вас там какие-то проблемы с поставками, я так понимаю, были? Да. Я просто заказал момент, то, что заказал шкаф-купе, получается, как бы не в том месте. На черном рынке. Я заказал, деньги заплатил, а этого приезжаю, получается, и то есть все закрыто. Предприниматель пообещал вернуть денежные средства пенсионерам до конца недели. В подобных ситуациях юристы советуют пострадавшей стороне сразу составлять претензию о возврате денег и расторжении договора. Если в течение 10 дней средств не отдают, то необходимо обращаться в суд. Руслан Бекмухаметов, Кирилл Хабзей, новости Челны ТВ. Если вы стали свидетелями какого-либо происшествия или у вас есть проблемы, которые вы хотели бы поделиться, звоните нам по номеру 51 31 31. Оставьте свое сообщение на автоответчик в любое время суток. Также вы можете присылать свои фотографии и видео в WhatsApp по телефону 8 939 311 31 31. Наши корреспонденты обязательно просмотрят и прослушают ваши сообщения. И, может быть, именно по вашей истории снимут следующий репортаж. Ваши сообщения мы принимаем круглосуточно. Вместо трамвая – автобусы и такси. В Набережных Челнах продолжается капитальный ремонт трамвайных путей на проспекте Сюмбике. Движение вагонов временно приостановлено в направлении проспекта Ешлек от остановки Ледовый дворец. Речь идет о маршрутах под номером 3, 6, 7 и 10. На каком этапе работы, расскажет Лилия Гатина. Участок пути от проспекта Яшлек до остановки Ледовый дворец был построен еще в 1988 году. За 33 года здесь ни разу не проводился масштабный ремонт трамвайных путей. Работы на проспекте Сюмбике стартовали 2 дня назад. Бригады трудятся на месте с самого утра. На остановке повесили объявление о ремонте, однако многие челнинцы об этом узнали от нашей съемочной группы. Нет, не знала. Спасибо, что сказали. Сейчас пойдем на автобусную остановку. На трамваях меньше народу, во-первых, и менее безопасно, мне кажется. И обычные дети ходят с тяжелыми рюкзаками. Вот у нас дочка в школу ездит. Плохо, что так, но будем
как-нибудь справляться. Спасибо, что проинформировали. Ну, я езжу часто, я видела, но я вчера же ехала, и это, ну, думаю, сегодня, раз спасибо сказали, я сейчас перейду на автобус. Ну, на «Газель», наверное, можно. Вот сейчас на «Газели» попробую. Автобус удобный, да, автобус на трамвае. Рабочие должны отремонтировать 820 метров трамвайных путей. Сумма контракта составляет более 23 миллионов рублей. Уже приступили к ремонту на участке от остановки Аптека до проспекта Татарстан. Все работы планируется завершить до 17 октября. В ходе проведения ремонта будет заменен балласт, рельсо-шпальная решетка, будут уложены железнодорожные рельсы Р-65 и железобетонные шпалы. Ввиду технического состояния данного участка пути некоторое время назад и многочисленных жалоб от жителей близлежащих домов было принято решение об ограничении скоростного режима движения трамваев на данном участке до 30 км в час. После проведения ремонта данные вопросы будут сняты. Для удобства заводчан с 27 сентября в утренние и вечерние часы пустили дополнительные большие автобусы по маршруту номер 35. Также с 5 утра на период ремонта организовано движение трамвайных маршрутов номер 13, 14, 16, 17 и 18. Лилия Гатина, Ленар Султанов, новости Челны ТВ. Дачный сезон подходит к концу. С 1 октября в Набережных Челнах прекращается льготная перевозка в сады и огороды. Последние рейсы состоятся 30 сентября. Напомним, перевозка дачников осуществлялась с 1 мая. Автобусы курсировали по 39 маршрутам. На эти цели из бюджета города было выделено почти 15 миллионов. Более 19 тысяч челнинцев получили талоны на 16 поездок в месяц. Всего с мая по сентябрь было перевезено около 760 тысяч человек. В Набережных Челнах возбудили уголовное дело против мужчины, сбросившего с качелей маленькую девочку. Максимальное наказание, которое предусмотрено статьей Уголовного кодекса «Побои» – 2 года лишения свободы. Ранее челнинцу удалось избежать уголовной ответственности. На него возбудили дело об административном правонарушении. Напомним, инцидент произошел 14 июля. 2 детей катались на качелях-балансирах во дворе дома 58-25. В какой-то момент одна из девочек упала, рядом находился ее отец. Он взял малышку на руки, а затем жестко ударил балансиры, в результате чего ребенок, сидевший с другой стороны качели, тоже упал. Видео с произошедшим разлетелось по соцсетям. Уголовного наказания для обидчика требовали родители упавшего ребенка. В отношении мужчины, сбросившего ребенка с качелей, органами внутренних дел возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за побои. Расследование взято на особый контроль в прокуратуре. А сейчас впереди короткая реклама, не переключайтесь. Магазин «Светофор» на БСИ. Мясо свинины охлажденное 209 рублей за 1 килограмм. Бедро цыпленка бройлера охлажденное 149,90 за 1 килограмм. БСИ, улица Старосармановская, 3. Требуются сотрудники для работы в офисе. Гибкий график, бесплатное обучение. Телефон 451 902. Вы смотрите новости на телеканале Челны ТВ, и мы продолжаем. В Набережных Челнах пройдет месячник по уборке и озеленению города. Официально он стартует 1 октября, однако работы уже начались. Так, в Автозаводском районе к озеленению приступили еще с середины сентября. А сегодня челнинцы вновь вышли на улицы города. Жители 46-го комплекса не стали дожидаться общегородского субботника и приступили к благоустройству придомовой территории еще на прошлой неделе. Сейчас самое благоприятное время для посадки деревьев и кустарников, говорят они. Думаю о будущем. Я здесь очень часто с собакой хожу, гуляю. Мне кажется, очень было бы хорошо, чтобы именно вот все это здесь росло. А мне нравится, что красиво же было тут потом с внуками и с правнуками будем гулять. Целый лес у вас здесь будет? Целый лес у вас здесь будет? Да, целый лес будет. Очень благодарна. Мы в школе как посадки сажали, так и это на всю жизнь, наверное, осталось. Мы сажали и в Шельне, и в Лебяжьих, где пруды вот эти Лебяжьи, озеро есть. Там сажали. Это мое родное. Вместе с местными жителями деревья сажали активисты и школьники. А чтобы сосны прижились и радовали челнинцев в будущем, помогали им в этом сотрудники горзеленхоза. На сегодняшний день в районе мы посадили более 700 деревьев.
Вот сегодня мы на проспекте Чулман вместе с учащимися общеобразовательных школ, председателями территориальных общественных самоуправлений, жителями вот этих микрорайонов сажаем 123 дерева. Всего вот на этом участке мы 391 дерево посадили вот за 1,5 недели. Но это еще не все. В планах посадка деревьев на бульварах Шишкинский и Киреселидзе. А в эту субботу озеленение пройдет в 63-м, 64-м и в 65-м микрорайонах. Там посадят ели, сосны, лиственницы, рябины и березы. Руслан Бекмухаметов, Кирилл Хабзей, новости Челны ТВ. Премьеры, выставки и новые проекты. Татарский драматический театр имени Аяза Гилязова готовится к предстоящему 32-му сезону. До первой премьеры остаются считанные дни. Репетиции в самом разгаре. Чем удивят челнинского зрителя в этом сезоне, в сюжете Лилии Гатиной. После небольшого перерыва труппа Татарского драматического театра готовится к новому 32-му сезону. Уже 1 октября актеры представят спектакль по пьесе Фатхи Бурнаша «Ешчи Ираклер» в режиссуре художественного руководителя Олега Кинзягулова. Премьера знаменательна тем, что на новой сцене впервые покажут татарскую классику с участием всей труппы театра и оркестра. Главные роли в спектакле исполняют Гулина Фахриддинова и Руслан Аюпов. Когда я учился в Казани, я отучился в Казанском театральном училище, и этот спектакль у нас был дипломным. И как раз-таки в этом спектакле я играл ту же самую роль, образ Хайриддина. И трудностей у меня не произошли, так как все слова как будто наизусть я знаю, потому что окончил я театральное училище где-то 4-5 лет назад. Сезон обещает быть насыщенным. Часть спектаклей удалось поставить благодаря грантовой поддержке. Благодаря средствам гранта от Союза театральных деятелей Татарстана зрители увидят постановки «Капка» по пьесе Айгуль Ахмедгалеевой «Абу Галисина по Каюму Насыри». Всего в театре готовят 4 премьеры. В декабре к Новому году, можно так сказать, выйдет семейный спектакль, основанный по татарским народным сказкам «Шашак Кульмяк» или «Волшебная рубаха». После Нового года у нас там жизнь будет кипеть. К открытию нового сезона приурочили запуск проекта «Твой голос в театре». Организаторам предстоит ежемесячно выбирать голос, который будет приветствовать зрителей перед началом спектакля. Первым победителем проекта стала Эльза Ярушкина, представительница фонда «Солнце внутри». Также в новом сезоне поставят «Короля Лира» по Уильяму Шекспиру и «Палату номер 6» по Антону Чехову. Оба спектакля можно будет увидеть после Нового года. Лилия Гатина, Ленар Султанов, новости Челны ТВ. В спорткомплексе «Олимпийский» состоялось открытие 2 крупнейших традиционных соревнований по дзюдо. 35-го юбилейного турнира среди юношей на призы ПАО «КамАЗ» и 28-го командного турнира по дзюдо «Все звезды Татарстана». Кто одержал победу, смотрите прямо сейчас. В турнире приняли участие более 200 дзюдоистов из 25 регионов России. Состязания проходят в течение 2 дней в 9 весовых категориях как у юношей, так и у девушек. Первым будет встреча матчевая «Все звезды Татарстана». Затем весовые категории девушки, юноши по возрастанию. Наши соревнования проводятся по правилам Федерации дзюдо России. Соревнования командного турнира по дзюдо «Все звезды Татарстана» прошли в захватывающем формате стенка на стенку. На матах встретились команды ветеранов дзюдо и молодые дзюдоисты. Все по плану, выиграем как в партере. Вот. Потому что ветераны посильнее, мужчины уже, знаете, которые... Уже готовились? Ну, нет. Вообще всегда готов. Как бы. Просто предложение поступило вчера вечером. Мы резко подорвались, поехали. Ехали и победили. Ну да. Интересно, понравилось старое ощущение захвата, старое ощущение владеть инициативой в борьбе. Ну и, конечно, то чувство, когда ты вворачиваешься в прием и контролируешь его до конца. Долго готовились? Ну, сколько борюсь, всю жизнь сколько занимаюсь дзюдо, столько и готовился. В принципе, ничего нового, просто обычная борьба, обычная схватка. Все прошло по плану.
В общекомандном зачете молодежь обошла ветеранов со счетом 4-1. Все победители и призеры были отмечены медалями, памятными призами и денежными сертификатами. Напомним, первый всесоюзный турнир по дзюдо на призы КамАЗа состоялся еще в 1978 году. Он был организован легендарным тренером Михаилом Климовым. На протяжении 15 лет в Челнах собирались самые перспективные юноши-дзюдоисты Советского Союза. Руслан Бекмухамедов, Айдар Мусин, новости Челны ТВ. Радиостанция «Кунель» в честь открытия нового сезона организовала концерт с участием популярных звезд татарской эстрады. Праздничный вечер под названием «Старт» прошел в концертном зале имени Сары Садыковой. Самые яркие моменты попали в объектив нашей телекамеры. Радиостанция «Кунель» открыла не только новый концертный сезон, но и новый сезон вещания. Отметить это событие решили грандиозным праздником. В этом году слушатели радиостанции ожидают обновленные программы и новые ведущие. Челнинская публика моя самая любимая, можно сказать, да, я очень люблю эту публику. Она и такая солидная, активная, всегда в настроении. Сколько раз мы сюда не приезжали, они всегда нас такими овациями провожали. Я очень люблю Челны. Мы сегодня будем петь дуэт с Ришатом Тухватуллиным, и я буду исполнять свои песни «Уканмимит Канерге» и «Мандариннар». Мы очень любим выступать в Набережных Челнах, так как здесь публика очень отзывчивая, очень всегда нас тепло встречает. Помимо Ришата Тухватуллина и Алии Карачуриной, концертный зал имени Сары Садыковой собрал в своих стенах таких звезд татарской эстрады, как Эльмира Нагимова, Айрат Сафин, диджей Радик, Марат Галимов, Фарид Таишев, Ландыш Нигматзянова и их дочь Лейла, Рамиль Шарапов. Зрители с нетерпением ждали их выступления и встречали овациями. Слушаем «Кунель» радиосын. Таңлаймыз. Да. А может, на какого-то конкретного артиста сегодня пришли? Все нравятся, все. Я вообще-то обожаю татарских артистов. Очень хотелось, конечно, увидеть что-то новое. Вот пришли. И слежу, и поем вместе с ними. По словам организаторов, этот концерт только начало. Слушатели радиостанции «Кунель» ожидают новые сюрпризы. И полный зал зрителей в очередной раз доказал, что челнинцы ждут их с нетерпением. А я напоминаю, в городе продолжается вакцинация от COVID-19. Сделай прививку от коронавируса, это просто. А сейчас вас ожидает прогноз погоды. Сразу после него вашему вниманию новости на татарском языке.